Мен Кожоев Нурбай Жанибекович Ош шаарынан болом, Жапалак айылынан. Бүгүндөн баштап Яндексте мыйзамын сактаймын деп аккаунтум ачылып калса баштайт элем. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу коллегалар. Бүгүн 16 октябрь, саат 15:49 өттү. Бүгүн жумушта баштайбыз. Азыр эми баштадык, линия уже. Аккаунт боюнча айтып кетсем, өткөнкү видеодо эмне болду деп 5-6 суроо бериптир. Анан негатив жазгандар, умный болгондор, хейтерлер аман болгула, силерге просто аман болгула, ден соолуктуу болгула. Бүлөгө иштеге дебейбиз, диванный эксперттерге. Анан аккаунт биринчи өзүм аккаунтум, оригинал аккаунтум. Былтыры декабрда мен өзүм братскема, ошол тааныш укама самозанятым берип тургам, анда купить смена бар эле. Майыл иштеп турөр деп. Берип заказ. Майыл иштеп турөр деп берген эмен. Бергенде бир 10 күн, 15 күн өттү, же бир жума иштеди, короче. Эсимде канча иштеди. Самозанятты блок кылып койду. Анан декабрда блок болгон ошол. Мен анан Кыргызстанга кетип атканда бергем да аккаунтумчу. Кыргызстанга барып жүрүп келип бир айдан ашыраак жүрдүм да. Немеде келдим. Январдын аягында ошо келип неме кылдык. Яндекске бардым. 2 жолу бардым Яндекске, комитетке жаздым 2 жолу. Поддержкага жаздым бир 5-6 жолу. Вообще ачпай койгон. Анан биринчисинде кытайский өзүм ачканмын. Кытайский ачып, анда 3 айга жакын иштедим. 3 айга жакын иштеп, могу жер жол тосуп койгондай кылабыз. Профилге сүрөт коюлуп калып, профиль эски неме менен саппада деп калды. Менин эскимде сүрөт бар эле да. Ошону удалить кылбай эле чыгарып кеткенбиз. Кийин анан ал профиль, ал аккаунтту удалить кылып салганмын, эски аккаунттун самозаняттерин. Удалить профиль деген бар ошону. Анан сүрөт коюлуп калганда экинчиси дагы ошол кытайский сүрөт коюлуп калганда автоматически блок болду. Үчүнчүсүн ачтым, экинчисин кытайский. Экинчи кытайский ачтым. 3 айдан ашыраак жүрүп, 2 айдан ашыраак, короче, бизнеске өтөм деп, бизнестин өзүн бизнеске эмес, мен немеге өтөм дедим. Трезвый водитель анча заказдар кымбат болот экен, ошо катат эткени. Трезвый водитель ачыш эле өткөн мен. А так бизнеске өзүм менин жылайнам жок, нараанан адаман билесиздер, өз каалоосун, өз немеси менен иштейт. Эмне болгон болсо, желаниясы кандай болсо ошого карап иштейт да. Анан ал дагы профиль бизнеске өтөм деп, аны дагы жаптымбы. Андан дагы кытайский дагы үчүнчүсүн ачтым. Үчүнчүсүн ачып туруп эле бир жумага эмес, 3-4 күн иштедим. Кытайский жол менен Комфорт Плюс ачылбай атты. Себеби база иштеп атты ошондой. Ачып бергендер болсо бир 5-6-осуна кайрылдым билгендерге. Ачылбайт деди. Прямо өзүнө запись болуп, тестке, короче. Биринчисинде сурабады эле тесттен пробаны. Одан кийин анан бир Комфорт Плюста иштеш үчүн мен пробаны көрсөттүм, айла жок, кандай ачканбасым ошондой болуп туруп. Булар билип калып уже блок кылып койду. Ошондо анан азыр эми 3 жол ачкан үчүн ошон үчүн болбой да азыр. Аккаунтуму неме кылдык. Комитетке жибердим. Еще плюс немеге дагы жибердим. Ачкандар комитет менен ачып беребиз деп. Ого дагы жиберип койдук. Кытайский жол менен дагы болбой да азыр.
досум менен иштеп атабыз. Эми 5 күн 1 жума күтөбүз. Анан машина боюнча арендага бизнеске бердейт. Пока минип тура беребиз, жол аккаунт досумда иштеп. Мен өзүм бул машинаны реально алганда бити болсо дагы өзүм мингим бар. BMW touch управление чыкканга басканда эле алат. Чарчабайсыз. Центрлер ояк бuyakta гонять эткенде вообще сонун. Светофорларда туруп калсаң биринчи бар эле сразу 80 болсо 80, 100 болсо 100га такап айдайсың, бир газды тепкениң эле чыгат. Ошон үчүн мен ошого жагып калды, ошон үчүн арендага да бергим жок, бирөөгө дагы реально өткүзгүм жок. Просто айласынан иштеш керек болуп атат, ушундай кылып. Киретке келип калдык. Здравствуйте, Рязанский проспект. Добро пожаловать. Здравствуйте. Бул заказ таштаганда эле уже кийинки заказ берди. 186 менен бонус жана ана минималка 930дан болуп атты. Ага чейин бир заказ берди. Дальний заказ. Лесная города. Одинцово жака. Bunday пробка башталды да, уже саат 6-дан 5 өтүп калды. Чаңгызда жаап ошого дальний албай эле коюш керек, мындай пробка малда. Пробка тарап калганда алса болот дальнийди. Дальний Лесная города Одинцово аяка выделенка бар, уруп жетип барасың. 1 саат 10 минут көргөздүлө. Минималка 930дан 2 заказ кылып койсо ошо сцена чыгат. 15-20 минуттук заказдарды алып туруп болуп калса ушундай. Богатый район. Мына жерден ошо Одинцового чейин платный бар. Москва Ситиден МКАДка чейин 600 рубльден. Ал только номер менен штраф келет, номер. Ошол штрафты мо парковкадан төлөсөңөр болот. Мен да билбейт элем. 2 жолу жүрдүм. Клиенттен акча берди за платный парковка. Кайерден төлөйм деп таппай балдар айтып берди, короче.
мына платный парковкалар бар го, төлөп жүргөн. Ошого эле кирип туруп, могу 3 галочканы басасыздар. Ошол жерде киргенде проезд по платной дороге деген бар. Ошону бассаңар чыгат. Не оплачен штраф, оплачен штрафтар. Менки мына история 2 штраф пропишел, а мына оплачен жок. Здравствуйте. Привет, забери мотик. Да, было дело. Это же жизнь, как в любимых фильмах. Эй! Шундайлар каякты карайт деймдей. Чуть-чуть калды, чуть-чуть. Ярыя. Уруп согуу эле чыгып кетет. Каттуу келтам көрүп атат. Эки мүнөттө жете элегиле магазинге кирип чыгайын дейт. Короче, жетишине 3 мүнөт убакыт калды. Добавка кылбаптыр эле остановка. Кийинки заказ берип койду, бирок опаздывание менен барам. Анан заказ боюнча сумма 1847. Азыр завершение кылгандан кийин көрөбүз. Кандай болот, эмне болгонучу. Төлөгөндө обязательно могу парковкада ушул жакта келет. Парковканы эле басасыздар, мына 3 точка бар, ошону басасыздар. Бул жерде проезд по платной дорогам дегенди бассаңар чыгат. Азыр меники загрузка болот, 1,5 сааттын ичинде чыгып калат. Өткөндө дагы жүргөн мынакей. Минус 600 рубльден. Поехали, да? Да, сейчас. А он? Возьмем вон он там дальше. Убежал. Ну, просто у меня следующий заказ там быстрее был. Надо было добавить точка. Платное ожидание есть. Ну, платное ожидание, я понимаю. После вас у меня следующий заказ, понимаете, уже взял. Когда вот там шлагбаумы были. Сезонный гость хуже татарина, поэтому я тут с вами. Ой, тут узенько. Там назад будет. Да, ладно, тут Ну, первый нажмите, назад само уедет. Ой, ничего. Первый раз желтое такси. БМВ. Да. Может остановить. А ну. Лучше. Заехать? Да, ты заказывал пропуск? Да, конечно. Как мы заехали-то вообще. Вон идет человек, видите? Какой? Все это кому? Сейчас приедем, сейчас! К вам уже? Да, уже 10 минут ждет. Да. Он заказывал. Блин. А как так? А, типа завершаете поездку, но вы не Ну знали, да. что вам... Сейчас налево. Налево. Здравствуйте. Минская, да, улица 2А. Здравствуйте. Здравствуйте. Комсомольская площадь, да? Да, Ленинградский вокзал. Сколько ехать? Полчаса ехать. Полчаса, да. Давай быстрее. А сколько вы уезжаете там? 7. 7? А, полчаса у вас здесь.
Красногорск, да? Доброе утро. Добрый. Добро пожаловать. Не забудьте Она, пристегнуть. видимо, не так показал, потому что у меня стоит точка, то, что я здесь. Я не знаю, почему. Поездка по Яндекс.Карте. Точка дома стоит, а не остановка там. Да, специально сделала скриншот, чтобы показать. Я даже не знала, что разговор. Смотрите. Где вы стоите просто там? Нет, вот, смотрите, вот место посадки, а вот я нахожусь. Это разные точки. Вот я вот это передвигалась, пока я шла. Вот это я поставила, и отсюда он у меня пошел. Ну, Где щас- я, это передвигается, это активный кружок. Я передвигаюсь вместе с ним. А вот где желтый, там где меня забрать. Ну, сейчас мне не показывает. Если был, показывал вам. Смотрите, попала в аварию, в ДТП на Тиане. Это была первая за 8 лет моя авария, серьезная. Попала в экстрейл, влетела. А на кругу, и значит, я, получается, выезжаю с круга, ну поняли, да, где мы сейчас вот поедем, Мгм. на этот съезд на Новую Ригу. И передо мной Nissan X-Trail, да, стоит. И я как бы, ну, смотрю на круг, что там машин мало, вот, и мы успеваем проехать, и я как бы боковым зрением вижу, что машина начала движение, но она потом, видимо, передумала и просто остановилась. Мгм. Естественно, а я-то газанула уже. Вот, ну и, в общем, как газанула, так и прилетела ей в жопу. И так как это была моя первая авария, я, короче, выхожу и такая думаю, сейчас что там, надо платить деньги, значит, сейчас это все, сейчас будет кошмар. Там, наверное, она разбита, удар сильный был. Я выхожу, а у X-Trail там, ну, чуть-чуть бампер помялся. Мгм. Помялся. Он даже не треснул. Я такая выхожу, фу, думаю, слава богу, не расхерачила машину. И просто поворачиваюсь на свою, и я вот... Я такая просто на всю улицу. Пиздец. А у меня просто полморды нет, знаете, такое ощущение, что я просто разогналась и въехала в кювет. У меня уехала правая дверь пассажирская, у меня капот был гармошка, я не преувеличиваю. У меня капот был гармошка, фара, естественно, вся розета, радиаторы у меня все смяты были. Я, короче, охренела с нее. Вот. И, в общем, мне ее починили, а как раз началась вот эта вот санкция. Вот, и я буквально через неделю после введения санкций я разбила машину. Естественно, там просто у всех аж эти, ну, сервис начали аж просто... Это будет дорого вам стоить. Я такая, ну вы пидорас, конечно. Они такие, капотов нет. Я говорю, в смысле? Я говорю, неделю назад санкции ввели, какие капот нет, что вы придумываете? В итоге все, знаете, такие, типа, ну, знаете, да, санкции, мы бы вам за 80 отремонтировали сейчас, там, 200, там, туда-сюда, короче, туда-сюда, я отдала 170 за ремонт. И ладно бы я отдала 170, я сказала, говорю, что окей, это жестянка, я готова за нее отдать, и готова, хрен с ним, 170 тысяч вам эти отдать. И я, короче, отдала, а мне поставили, я сказала, китайского мы ничего не ставим, я говорю, ставим оригинальные запчасти. Пофиг, сколько они ставят, ну, потому что для меня это как бы все-таки внешний вид, и я хочу, чтобы это было красиво. Он поставил китайский капот, радиатор с пробегом, и он такой говорит, потом у меня крыло было, получается, помято чуть-чуть. А когда я забирала, я такая думаю, а что, говорю, у вас краска здесь? Она говорит, да это потек краски, говорит, заполировать приедете, говорит, заполирую, все нормально будет. Тут я понимаю, что я уезжаю, у меня заглохла машина, но это, видимо, что-то у меня с проводами, да, случилось. Я как бы решила этот вопрос. Но самое главное, что когда я заглохла, я такая думаю, пойду я капот открою. Что, я не водитель BMW, что ли? Думаю, в BMW я так хорошо разбиралась уже, такая, так. Короче, открываю капот, а я не могу его, он как бы отщелкивает, но не открывается. Короче, суть до дела, что я его кое-как открыла, там что-то я поддевала. Приезжаю к этому мастеру, говорю, извините, пожалуйста, говорю, вот такая ситуация, капот мой не открывается. Он говорит, понимаете, какая ситуация?
капот китайский. Я говорю, стоп. Я вам 170 кусков отвалила за китайский капот. Он такой говорит, ну, говорит, я просто ваши деньги сэкономил, потому что оригинальный стоил бы еще дороже. Я такая, окей, хорошо, приняли эту ситуацию. И, значит, я говорю, капот-то как мне открыть? Он говорит, вот смотрите, когда вы поднимаете, щелчок отщелкивает, у вас он чуть-чуть приподнимается, и вы вот поняли, с краешку я должна просунуть палец, я вам клянусь эту историю рассказываю. Он говорит, вы справа пальчик просовываете, поняли, да? И вот как вы, говорит, открываете. Я стою, как бы, все серьезно, он говорит, ну просто, говорит, капот не оригинальный, и бампер передний тоже не оригинальный, и так как они китайские, они не сходятся по деталям, типа. Я стою, а мне смешно, понимаете? Вот, я говорю, окей, хорошо. Тут, в общем, момент закрытия. Я такая, окей. Я говорю, почему мне тяжело ее закрыть, капот? А потому что, вы понимали, капот не закрыть, мне чуть ли не повиснуть на нем надо было. Ну, то есть вот так я прям вот стою и пытаюсь его, а он мне, понимаете, рикошетит назад. Я говорю, что с ним случилось? А он такой говорит, вы смотрите, просто берете двумя руками и говорит, ты просто посильнее. А там он так посильнее закрыл, что, знаете, мне кажется, все соседи слышали, как бы, что у меня капот закрылся. Я стою на него, говорю, извините, пожалуйста, говорю, Вадим, я говорю, ну у меня же вроде не Лада, двенашка, говорю, ну, я говорю, такой хрен мне тут надо. Говорю, что вы сделали? Он такой говорит, ну просто, говорит, там что-то я подзатянул сильно, там, туда, я говорю, растяните то, что, говорю, вы затянули, я говорю, чтобы у меня нормально. Ну, в общем, он мне в итоге эти амортизаторы сломал, что у меня капот вообще не держался. Вот. Потом что мне, значит, я что-то сижу дома и пересматриваю фотографию и вспоминаю, когда мне писал, что он мне собирается менять, там было правое крыло 9000, правое крыло. А я смотрю на фотографию, понимаю, что у меня правое крыло вот такая вот маленькая, ну, просто ее выпрямить, там даже не залом, то есть, ну, она чуть поменяла этот. Я, короче, выхожу и поняла, что вот тот подтек, это он просто выпрямил, и вот так вот, причем он просто взял и просто вот так вот замазал. Но мне он написал, что типа он это поменял. Представляете? А то есть вот так вот столько вот сантиметров от края детали. То есть это вот все крыло полностью целое. Тут, короче, я поняла, что я смотрю на радиатор, я вышла на улицу, смотрю на радиатор, а там все эти соты, они перебиты. Ну, то есть, ну, видно, что машина, ну, как бы радиатор уже с пробегом. В общем, я все это собрала. Еще самое главное, что у меня фара чуть ли не выпадала, потому что, естественно, зазоры, там, ну, фара тоже китайская оказалась. Фара там, по-моему, даже не китайская, она, типа, оригинальная вроде, потому что там на ней Nissan написано, ну, это, по размеру она не проходила. Ну, в общем, я к нему приезжаю, говорю, слушайте, Вадим, я говорю, давайте вот сейчас, ну, по-хорошему сейчас пройдемся по всем пунктам, вы не будете на меня там сейчас пытаться оправдаться, ну, типа, предисловие, что я немного понимаю, скажем так, в машинах. И, в общем, мы начинаем все это проходить. Я говорю, отдайте мне, пожалуйста, мое правое крыло. Я говорю, ну, с сервисов обычно, говорю, берут и возвращают. А если, как бы, хозяин отказывается, то, пожалуйста, набирайте на металлолом. Он такой говорит, вы знаете, я что, вам сборщик мусора? Говорит, я отдал эту вашу деталь на металлолом. Я говорю, ну, типа, там вот столько, и вы отдали на металлолом. Я говорю, что? Говорю, Вадим, трындите. Вот. В общем, он мне не смог это ответить. Я говорю, давайте, типа, потому что это деталь моя. Я говорю, и крыло, я говорю, и, сука, там все гвоздики. Я говорю, вы даже не закрутили мне эти все шайбочки. Вот. Ну, то есть там видно было. Ладно, это я убедила, что это моя деталь. Потом я говорю, у вас зазоры? Он такой говорит, нет нигде зазоров. Я взяла, у меня помада была в виде тюбика. Вот, из-под пасты такой Кармакс. Я говорю, смотрите, я взяла и засунула до половины, короче, тюбик под фару. Он такой говорит, ну хорошо, здесь подтянуть можно. Короче, потом я говорю, что у меня с радиатором? Он такой говорит, он новый. Я говорю, ну, типа там соты перебиты. А он такой говорит, ну я и сказала, он оригинальный. Я говорю, что, ну, дурак что ли, или из меня дуру делаете? Я говорю, он оригинальный или новый? Я говорю, вы определитесь. Он говорит, не-не, оригинальный, ну конечно он БУ. Короче, я в итоге с этих 170, по-моему, себе выбила в районе 70 тысяч обратно. 100 000, вот. Да? Потому что вот так вот я стояла, и он мне вот так вот отдал эти деньги, вот так вот наличкой такой. Пусть это будет на вашей совести.
На моей? На моей. Действительно. Он очень расстроился. Конечно. Ну, блин, я удивлена, что я хотя бы эти деньги выпила. Утренний кефтерди бүтүрүп анан кетти. Аз пара отдохнуть. Через час 15 минут, 1 саат 15 минуттен жабам дейт. Где-то ошондо 13 сааттан ашыраак линияда жүрүп койгон болобуз. Кечеги 7497, 7500. Бүгүнкү болсо 7177. 4700. 4700 туугандар каналга жазылып кетиңиздер, класс басканды унутпаңыздар. Баарыңарга ассалам алейкум.